Все, значит, у него готов ехать. Они, конечно, ничего не сделают. Они не могут пройти на территорию частной собственности. Когда это женщина, ведь ее реакция, да как? Дальше. Если я правильно понимаю, это частный дом. В частном доме наверняка есть заборы какие-то. Правильно? А вот за территорию этого забора по ним не может зайти. Они покинут там возле входа и больше ничего сделать не смогут. Там вопрос какая? Мы поступим вопрос, чтобы там напротив нелегальный мигрант. Все. По закону ФМС не имеет права войти. И здесь один мужик, там машина моет. Я спросил, не видел? Он говорит, 9 утра здесь ходил, говорят. Телефон-то есть этой женщины? Есть телефон женщины? А что мне ждать здесь, что ли? Есть дома, кто есть тогда? Может быть он, может не он, но отец тоже приехал. А они скажут, где-то здесь находится. Один, вот он бывает, но я его ни разу Ну вы не соседка свою знаете? знаю. Сына. Он всегда вот как идет один раз, единственное, я с ним Что он поздоровался. покажется? Вот смотрите. Это он? Бог его знает, я его в лицо не видел. А как? Я удивлялась, я думала, это ее племянник, а потом это ее сын настоящий, Рома. Я говорю, Рома, а кто это у вас ходит, племянник? Он говорит, нет, это, он назвал его работник. Назир. Работник. А как можно? Вот нам надо найти. Вот все приехали, нам надо сделать хоть что-нибудь, дойти. Отец прилетел с Таджикистана, корову продал, собаку, говорит, даже дал Подожди, вот это тот Назир пропал, выходит? Да. Да. Назир. Нам надо Назир. Вот я не знаю, у нее там дома кто-то находится, бывает это самый муж ее настоящий. А это как он сожитель, я даже не знаю, как его Два назвать. муж и сожитель. Да. Молодой парень сожитель. Вот это мальчик, он действительно вы называете мальчик. Я и думала, это племянник. Она говорит, Вы это говорите, есть муж этой женщины? Что, да? есть муж. И муж знает про это сожителя тоже? Знает. Он А живет. муж этой женщины чем занимается? Муж этой женщины, он дальнобойщик. Ну, уезжает, но редко бывает здесь. 4 года, вот как отец сына не видел. Двое маленьких детей в Таджикистане, жена осталась. Вот отправили сюда, мать находится в больнице в тяжелом состоянии. Мать Назира. Помогите нам, вы русская женщина, прекрасно знаете, что без отцом, хотя пускай общается. Ну, я понимаю. Ну вот как она только придет, подождите, вот когда она придет с А работы, где она работает хотя бы? Она сказала, в соцзащите. В соцзащите она работает? Да. Потому что если вы сейчас выйдете, зайдете домой, позвоните в соцзащиту, хотя начальника. Приехали люди, приехали с телеканалов, приехали руководство Таджикистана, приехал отец, вот. Все Вот это, мои видите, внучки, это вот. внук, что делает? Сами съедем. Вот с отцом разговаривал Оксана С каким отцом? через коллегу. Это его отец, Назир. Это вот Назира. Да. Сказать, что Видите, высоко молодой, а парень еще моложе. Да. у отца уже 50-54 года. Вот она сказала, что больше сюда не приходи. И не надо искать своего Кто сына. сказал? Она. Оксана сказала, что больше сюда не приходи. я тебе не отдам, она сказала. Это она на вас сказала, ты сюда не приходи, да? Да. А что Не это нас отдам твоего сына, говорит. Я говорю, у него там семья? семья есть, А ему сколько? внучка есть у меня. Они каждый день плачут у меня. А сколько ему лет? Он совсем молодой. Дорогие отцы. Лет Что мне делать? Каждый день внучка спрашивает, дедушка, когда мой отец приедет? Когда каждое утро спрашивает от меня. Боже мой. Оксана, что я Оксану подождал, она говорит, меня не волнует его жена, его дети, меня не волнует, про этих мне не рассказывай, говорит она. А оставь его при ней, да? Да. Помогите, вы же взрослая женщина. Вы сейчас можете позвонить в соцзащиту, хоть помогите человеку Она со что, не слезами. мать, что ли? Она сама не мать, не знает, что такое. Она держит уже. Я в декабре месяц пришел сюда, она сказала, не знаю. Нет. Через этого Назира, потом его друзья мне сказали, он только там, больше никуда не ходи. Он отсюда не входит, значит, Вот да? 12 марта пришел, вот в прошлом воскресенье пришел, вот отсюда видели этого сына, вечерком был.
А днем пришел, уже днем был, часов 4, вот 4 или... Как я могу... Она мне сказала, не отдам тебе. Назир здесь находится, не отдам, она мне сказала. Чего ты к нему так прицепилась-то, привязалась? Ну, я откуда Может, знаю? парень ей, он у нас как сын. Ну, видимо, не как сын. Иногда он бывает вот там, вот желтый дом, вот в том. Он тогда летом иногда там помогал. Он там бывает. Вот вы там поинтересовались. Там поинтересовался. Да, Живет кто-то? Сейчас зайдем туда. там живет, там... Ну иди, пробеги туда. Отец, давай, молодец, отец. Давайте, ловите его. В том доме. Войти в дом. Ви думаєте, он там? Громкая связь. Алло. Алло, Оксана. Оксана, добрый день. А кто вас? Оксана, на месте находятся представители Таджикистана и общественное объединение. Оксана, я еще раз говорю, вы можете приехать на месте к вашему дому? Вы где в данный момент находитесь? Спасибо, я жду. Спасибо, Оксана. Хорошо, жду. Я лично вас вот приехал ради вас, чтобы вас один раз хоть увидеть. Вообще никто не... Приезжайте, жду вас. Спасибо. Жду. Участковый, он звонит. Приезжайте. Звони. Спасибо. Ничего не надо, нам тоже времени очень мало. Нам надо конкретно вот вопрос сейчас Назару. Садись, Назира. Назира. Я уже все сказала отцу. Все сказала. Мы с ним разговаривали. Садись. Не один раз. Разговаривали. Что вы от меня хотите? Мальчику. У меня нету мальчика. Ну тогда понятно. Вообще не было, да? Почему? Он приезжал. Я не говорю, что его не было. Ну, с отцом можно хоть 5 минут общаться, где-то может адрес узнать. Может, телефон у вас сказать. Вы же женщина. Пускай общается. Это не моя тайна, понимаете? Это не моя. Это его и его. Это не моя тайна. Почему он не хочет с ним встретиться? Почему? Ну, со мной это будет встречаться. Я не знаю. Может, позвонить, Да. если он приехал за Караман-Шариф, он сразу говорит. Дома я. Ага. Да, здесь у меня все. Давай. Я попрошу вас, вот меня здесь. Я его выслушал. Много раз разговаривал с женой. Я говорю, я поеду с тобой, я поговорю с Оксаной. Если я понимаю разные вещи в нашей жизни, может быть, это действительно у вас роман, не знаю, исключаю. Может быть, нет роман, не хочу вас оскорбить. Но момент, который сегодня мы хотим хотя бы на видео сказал, передал тот привет своим родителям, близким, маму, которая лежит в больнице. Это наша обязанность помочь. Он хочет остаться без документов, пускай останется. Все документы у нас. Я знаю, что у него все У нас сегодня вот в полиции, которые просто перепутали ваш город, оказались мы в соседнем районе. Угу. Там будут заявления в декабре месяце. Единственное, то, что прошу, организуйте, пожалуйста, по телефону, в любом месте, не ваше около дома. Где Чисто с вами? ну, присутствие отца, конечно. Ну не хочет он, ну понимаете вы? Ну как можно насильно человека заставить? Ну значит у него какая-то обида есть. Ну как можно человека... Это... Я разговаривала с ним. Я с ним разговаривала на эту тему, что так нельзя. Что мама, отец есть. Что так нельзя. Что они тебя выслушают, поймут, поговорите. Ну не хочет он. Ну что я сделаю? А что его здесь держит именно у вас? Ну, я не знаю. Я не могу этого сказать. Любит нас, скорее всего. Может быть и любит. Ну А что... вы любите его? Да, люблю и что? Но мне надо говорить, чтобы его супруга, и чтобы если такая вот Да, люблю. роман есть, может быть, действительно надо тогда там расстаться с супругой. Да, люблю. Дальше что?
Прекрасно. Я с отцом разговаривала. Организовать, я с ней хотел поговорить. Ваши слова подтверждения, больше нам ничего не надо. Давайте я поговорю, но он опять же, он не встретится, он с вами. Скажи, здесь Может находится быть, Карамат Шарипов, достаточно ему. Телевизионный канал для того, чтобы сегодня ваши слова нужна подтверждение к тому, что ребенок не хочет возвращаться на родину. Вот ваши слова нужны необходимо. я Чтобы вас ничего сказали говорить не буду. отцу. Я вам вот сказала все. Хотите, вот будет возможность, через 2 недели я все сделаю, чтобы вот вы и Назир увиделись. Слышишь? Нормально. Руководитель таджикской диаспоры в России. Ты слышишь, что? Ты слышишь? Он хочет с тобой поговорить. Приехал в гости, скажи, к нам. Он сам приехал еще. Он слушает. Я слушаю. Он Назир, хочет, дайте я, пожалуйста, вас. Секунду. он хочет с тобой поговорить. Как-то вот эта встреча можно организовать? По телефону хотя бы поговоришь? Когда он сюда ехал, ей 3 месяца был, 3 месяца, а сейчас 3-6 годика уже. Вы настаиваете на том, что если он поедет в Таджикистане, ему, скорее всего, ждет плохие дни, правильно? С пол Таджикистана такого, не такого. Пол Таджикистана выехали, вот такая страна у нас, Таджикистан, дети маленькие, все. Зачем отпускать детей сюда, если у них дети? Если у них суждено было ехать сюда, чтобы зарабатывать на эту ребенку, с одной целью отправить, что на ребенку надо было что-то сделать. Думаю, что расставаться, никто вас не может сделать расставаться, потому что если он вас любит, все равно к вам приедет. Но не делать так, чтобы говорить, да, на компромисс надо выйти в любом случае, или ехать, решать по исламским нашим законам, по вероисповеданию, делать, соответственно, разрешение отпустить супругу. Это по-мужскому надо делать с ним поговорить. Все мужики женятся по 5-6 раз. Я не зря Имею привел под двух пример, тоже. что есть такой же Максим Галкин, есть Алла Борисовна Пугачева. Разный возраст. У вас тоже возраст разный. Это любовь. Любовь не имеет границы своей. Сразу вам говорю. Вы привыкли, он мог привыкнуть в чем-то. Но сделайте так, я вас попрошу, чтобы вот сейчас позвоните, чтобы человек настаивает. Если нет, я просто сейчас закрою ваши ворота и уйду. Скажу, через месяц придут и будут допрашивать всех к тому, что он придет. Все очень серьезно, хорошо? Давай я трубку дам, поговори. Вы не бросай трубку, выслушай все. Потому что все очень серьезно. Только его. Да. Алло, Назир, салам алейкум. Ты меня слышишь, нет? Я очень много сделал. Я часто встречался с твоими родителями. Встречался здесь, приехал с отцом совсем. Я понимаю, что тебе вот заставляет, не хочешь, пожалуйста. Я тебе помогу. Они заставляют что? Да вы что? Ну а вот семья-то для чего? Не обижайся, я по телефоне Оксана у меня есть, я буду звонить. Это с понедельника начнется, я уверен, что это больше, чем недели-полторы не будет. Закрой, тем более район полностью уже известно, остается достаточно много. Или мы встречаемся, вы решаете, и давай тогда, как говорят у нас в Востоке, делайте толок. Надо было повременить. Я Вы молодой поговорила еще, не его понимаете, о встретиться. чем речь Нет, идет. Хотя бы до вечера. Не слезы вашего отца, понимаешь? Слезы вашего отца, который отца ваш, он мой ровесник оказался, отец ваш. Слезы вашего отца, который приехал сюда и последнюю корову вашу стеленку продал. Это говорит обо многом. Ты не один, таких много. Но все молодые знают, то в Сирии погибли, то здесь сгноили в различных тюрьмах России. И она тебе тоже не поможет. Ну, 2-3 раза передачи сделать, она устает. Лучше сесть за стол переговора, правильно решать, чем прячься от собственного отца. Я вам еще раз говорю, видите, я иду к тем, мы помним, Бог хочет, мы канонически мангу в тесто дал. Он отра таванут, когда не добро дрехуг. Куда кое ты кардин, куда кое бату лозинестан. Иду куда камба, ты мар больше мар, а с подаром мода ругардонди. А жду куда вчера ругардонди стоишь. Кани мардишему. مرد آدمی که سخن قبل نمیزند اگر تو تاریخ من خوب دونی من چیزی گفتم در زمین آدم پدری طرف گفتن که من خونه میرم ما با خود تلویزیون نمیبرم ما با خود تمامی участковые همش آوردم گفتم می برادر вот сейчас тебя говорю открыто если здесь я телевидение загнал участковый закрой говорю концы потом вот я просто приду к тебе в отдел это называемый в СИЗО и спрашиваю настолько ты был неправ давай не хочешь разговаривать потому что они тебя обидели. Это что за разговор? Отец может обидеть, отец может ремнем по тебе по попу дать.
Но дети твои маленькие, дети красавицы, вот фотографии у меня есть. Все фотографии. И на сайте «Таж Мигрант», ты знаешь, я опубликовал этот материал уже. Товарищу, не надо плакать. Я тебе говорю, не надо. Ты парень хороший, вот сейчас погорячился, сказал. Любое место, где тебе удобно, я к тебе приеду. Где тебе удобно. Среди ночи, когда с отцом поговорим, сядем, он уезжает на родину. Ничего у него все уже. Денег ничего нету. На шее младшего брата я сегодня заезжал туда. По Волоколамск часы. Ну, отношения у вас с Оксаной хорошие, держите с Оксаной отношения. И с супругой тоже держи. Почему с супругой не разговариваешь? Она вам не нужна, скажи, талок и все. А что талок не хочешь делать? Что нам, отец твой обязан, что кормить твою семью полностью? Вам родители ничего, ни о чем ничего не говорили, ваши родители, что... Вот, ну, я думаю, что ты парень взрослый, подумаешь. Скорее. Больше 4 лет на вашу территорию человек ходит без документов, не пишет, не звонит, не решает. Утратил связь с родственниками, так? Она плачет, что ли, да, я люблю этого мальчика. Не отпускает. Есть такая красота, да, он видит, что я в другом месте. Ситуация к тому, что он был здесь в воскресенье. Она вообще выгнала, говорит, я теперь ничего не буду. Не буду говорить, ваш сын. У него 2 детей. Да, документов нет вообще-то мальчика. Я сейчас с ним разговариваю, он категорически против встречи. Документы говорят, все можно жить. Я говорю, подожди, это же кстати закон. Вот такая ситуация очень неловкая, но она, соответственно, должна ставить все на свои точки. Да, она говорит, я люблю. Я без него не Но могу. она не скрывает того, что здесь товарищ находился. 3,5 года. Но она говорит. Да, что 3,5 года, да. Живет В вот, настоящий момент где он находится? Он-то где-то здесь. В прошлой так неделе он здесь и видел ее. вот деньги. А как он вообще уехал с Таджикистана? Когда? Вот, В 2014 году. Для какой цели? Поехал он сюда, на Россию? Трудиться, работать. На работу. Трудоустроиться, правильно? Да. Он первоначально В где-нибудь был 2016 году Истринское УВД по просьбе его сына младшего написал заявление разыскивать моего сына, как пропавший без вести. Так. Нашли, арестовали его. Но в эту же ночь он оттуда ушел, он пропал ночью. В кармане, говорит, был мне 175 000 рублей. Это деньги забрали, среди ночи меня отпустили. Благодаря якобы отца, я с отцом не хочу разговаривать дальше. По отношению к женщине мы говорим, что да, есть Киркоров, есть Галкин, есть Пугачева, я женщина объяснял. Но дети маленькие в Таджикистане, они хотят видеть своего отца. Что дальше делать? Она говорит, я без него жить не могу. Жить это одно, а как она может жить с двойным? Я спрашиваю, у вас браком? мужа есть, хотя муж там дальнобойщик? Говорит, мужа нету. Нету мужа, говорит. Сын, почти ровесник, это же мальчик. В прошлом воскресенье здесь были. Вот есть этот человек. В прошлом воскресенье. Она не пустила вообще, говорит, не дам. Это частная парень. собственность. Вот соседи, вот этот сосед сказал, почему твой сын здесь находился, вот здесь находился. Вот соседка, вот А здесь. паспорт, документы сейчас где Вот находятся? На паспорт. его имя? Мне надо. Начальная фабула удерживают насильно Я молодого. никого не удерживаю. Это У меня понятно. нету никого, и никого я не удерживаю. Люди были дома, у меня видели, что у меня нету никого. Все, никого не удерживаю. Это понятно. Всё. А что вообще за история там? Не вот, знаю. Любовь? Никакой любви, все. Как никакой любви? Я никого не удерживаю. Нет, Оксана, поймите Вы меня правильно. услышали? Все. Никто на вас тут не нападает. Еще раз говорю, у меня никого нету. Видели? Родители видели, посол видел. Увидели. Насильно я никого не Да держу. нет, Оксана, да не об этом речь. Просто что, хоть немножко разобравшись в этой ситуации, пока можете помочь нам только вы, потому что мы этого Назира в глаза никогда не Вот видели. увидите, и у Лично, него сами все спросите. Все. Ну, она то, что Назир нам говорит. Пока товарищ здесь появится. Ну, это вы не знали, и мы не знали. Вот мы сейчас узнали точно так же, как и не вы. От этой девушки. Правильно? Понятно, хорошо, ребята. Вот. Выехали, написали в Зубцове заявление, приехали, след привел в Ижевский район, здесь зашли домой, пообщались, которая гражданка пояснила, да, что он у нее проживал, 3,5 года появлялся, после чего местонахождение на сегодняшний день и на сегодняшнее время, где он сейчас, она пояснила, что он находится только в городе Москва. Все, правильно? Ну, так сказал. Вы с ним по телефону пообщались? Ну, и всё. Вот это то, что сейчас все происходило, мы сейчас запишем это только на бумаге. Tayorum Johnny Хвабалевшего Федокна.
میگه ما در پس وقتی که ما را 100 کس تلفن میکنه 2 کس 5 کس میبیاد 10 کس اون ما سولو میزنن برای زندگی حیات برای ما موسیقی و این ملت نمیشود در صحبت توجیکی میزنیم از 15/03 مهمت عریضه شما بود نسبتی که فرزند شما سالهای طولانی 4 سال زیاد با وطن بر نگشت عریضه شما رو ما به نظر گرفتیم نسبت عریضه شما حرکت کردن که برای در جای حادثه همراه شما همراه تلکانال انتوه ما برآمدیم به جای حادثه که در حقیقت پسر بچه شما که سال تولدش 89 در چنین حالتی است که برگشتن به وطن به نزد فرزندای خود نمیخواد در رفتن ما نمیخواد برگشتن حتی قانونشکنی هم هست از طریق فرزند شما که در یگان روی خط هم نیست شما علام‌آور از تاجیکستان برگشتید و روسیه آمدید با اینکه فرزند خود دریافت فرزند با شما در علاقه برآمد شما رفتید با همون جایی که بود در خود شهر رژیسکی تیرسکوی اوبلاست و خانه همون زنی که در عشق فرزند شما تیار از جان کرد این زن سنش از 45 بالا نزدیک 50 پس از صحبت‌های زیاد در بودن شما در بودن تلکانال‌ها گفتگوی خودی هم دی هستش یا که در اونجا است در دیگر جا است عاقبت با کارمندان داخلی روسیه شهر رژسک همین زن پیدا شد و صحبت ما صحبت هم هست صحبت ویدیو هست با همین زن در داخلی خانه با به اشک می‌ریزد دیگه همین زن هم هست که ما بود شما این پسر بچه رو بریم ممکن من مرام حتی در بالای سخن گفتن که نسبت اون اویله دار است این زن رو با من در کار نیست پیشنهاد از طرف ما بود با این زن هست با راه شریعت زن یکم دوم یا سوم مرحمت زن کودک که وای در این فرمونی نگاه کنید که پسر بچه هم طوره با شما زندگی کنه در چنین حالت رفتن فرزند شما در حالتی بود که در همون وقت با یاردم همین زن با گفته‌های وی از تلفن خود با ما در صحبت برآمد با پسرتون با صحبت کرد این هم هست ویدیو در پسر در داخلی خانه همین زن ما صحبت نمودیم اون چیزی که فرزند میگه 89 27 ساله فرزند 28 ساله داره رفتن به وطن خواهش نداره لیکن با خواهش شما که بود ما نکردیم هرچند هم از طرف ما ضربه هایی که بد گفتن و بد نام کردن کسی ما نخواستیم لیکن خاطر ناموس مسلمان و همشهری بدونیم ما حرکت کردیم که کارمندان داخلی روسیه کارمندان خدمات روسیه به دست گیرن و عاقبت سر سود برآورده ما را از با راههای اسپسیفیک به تاجیکستان روان کنیم بعدتر با همراه شما در دل اوده شهر رژسک ما خود عریضه شما هم هست من طلبی هم با یاردم تلکانال این رسمه که ما با شما بودیم صحبت کردیم عریضه نوشتگی پیشتر هم بود این هم شد سفر ما کدام چطور بود کدام سنه بود 17 مارت 2017 روز 21 بود که خدا نکنه 19 21 روز 21 مارت فرزند شما دستگیر شد فرزند شما روز 21 مارت به سر سود برآورده شد امروز فرزند شما محکم است با راه ویرانکنی قانون روسیه با یاردم همین زن نام زن خوب بدونید اکسانا این زن آورد کارمندان داخلی آمدن فرزند شما رو بردن در سر سود مردن از باید پرسیدن چرا خانه شد مدت 5 سال سود رایانی شهری که رژسک روی پسر شما رو بست فقط تیاری دیدن در وطن و یک پشواز گرفتن از 21 تا روز 14 روزی سودی هست که 10 روز سودی دیده برآمدن که باید جواب داده نمیشه که روی کرده نمیشه با از حسابی کنوای فرزندشون میتونه در مدت 1 ماه یا تا 2 ماه با وطن رسد
این هم از هواپیما وابسته. شما میتونید آزاد سفر کنید. پیش فرزند روید. فرزند شما میبیاد با هواپیمای روسیه میپرد، با هواپیمای تاجیکستان با دوشنبه مینشیند. اون طرف بین فرزند و پدر صحبت سر میشه. بین اوله و فرزندی باید صحبت سر میشه. نشستن و ماندن شما حتی خبر دارن که شما رفتید روزی قبولگاه نبود در سپیس پریومید. چیزی میخواد نسبت ما گفتن مرحمت گپ زنید. ما خطایی کردیم گپ زنید. مراجعت کردیم ما با روی همین گازیتایی که هست از این مقاله میبرد تا ملت به میرسونیم. حتی با پوتین هم رسوندگیم که ملت تاجیک در کدام حالت است. من همینا هم پسر بچه بودن زیاده از 5-6 ماه یا 7 ماه تولید نمیگیرن. زیاده از 1 میلیارد پول تاجیکستان در دست همون شخصون است که اینا با مراجعت کردن با پوتین که گربونت یا هست کار نماینده تاجیکستان اینا هم کار کرده استادن با قدر امکان. با قدر امکان کار کرده سمون به نظر میگیریم. لیکن زیادتر کار کردن در کار. برای همه اگر که خودتون چیزی گفتن مرحمت گپ زنید. من رحمت شما که همین دوره کلام دوره مشما نه که من به پسرم برگشتن نمیتونم تاجیکستان برم. شما هیچ وقت در یک سمره دو پسر نشسته نمیتونید. اگر حالت شینید ممکن همون روزی که کامبول میبرد گپ زنید در امروز بلیتو میره. اگر خودت مونید برای که من اگر به پسرم برم اون نبیره هم مرا میدونه چیکار میکنه در تاجیکستان. برای مایده 4 ساله و 1 3 ساله و 5 ساله. بابا جان کو در جانم میگه بابا مگه ده. و اوچش هر روز زنگ میزنه خطی پسرم و بعد از خبر بوالد شما خبر رسوندین به مادر که فرزند پیدا شد فرزند برمیگردد از این زن دست میکشد. اوچش حالی هم باور نمیکنه که همه فرزند تاجیکستان میگرده حالی هم باور نکرده است. برام قمری قطعی فرزند میگه. ما در بدنی آدم ها گم زنم شخص نشستن در بدنی خودتون ولی ویدیو میباید که مادرش بیند همون جایی که شما دویدید و دورین برفا رفتید به خونه دارم از این خونه روز به این خونه روز به این خونه داشت تمام دارم کمپیری سخن گفت دیگر رو فرزند شما بگن نه بلکه از شما هزاران پسران یوش اویدارا پرت افتاد از برای چیدن از برای یک گویا که همین روز حتی در اون خانه شما بودید و در اون خانه صد زندگی نمیکند در اون خانه دید این کاپی همه چی هست فرد تاجیک از روی نیم ساعت بازور شیستم دامونده نیم ساعت بازور همونجا شیست من همیره گفتنی هستیم که همین بچه های تاجیکا هوشیار شونده رگم نزنن با این اومده با این گپای همین روسیه همین زنکاش و باور کرده بسیارش رگم زده گیم ما که هم سپیس پریوم رفتم با یک بچه دیگه گفت که من دختری 16 ساله شد اسپرون نزدیک رفتیم همون تیورسکا روستا رفتم همونجا در یک بچه ونجی را دیدم گفت من دختری که 16 ساله بود چی اولیداری کرده سودم نه که خشتومنم 50 رفته گیم با یک توجیک بچه او را چی کرده گیم دوستداری نه باش همون را شوهر گرفته زنی را گرفته است چی خدمت کنم برای درباره رفتن باشه ساعت و وقت شد گلبهار التماس میکنم که ببینین ساعت و وقت چه سپیس پریوم اینش هم یورده باش کنین ساعت و وقت معین کنم بلیت کودک میگیرم میگه حساب میگیریم ها میکنیم بلیت کودک روی میکنیم هم روز در جای قطعش میپریم میره یعنی با میرفته کسی میکنیم در این روز مسئله شما حل است فرزند شما در بیرون نیست در بیرون نیست در همین خگاه میزنم فرزندتون داکیومنتی که داشت ما دادیم فرزندتون بروی سیگار گذاشته است بروی عرق گذاشته است این حیات امروزه روسیه است این کیف صفوی اینجا رو میخواد که در اونجا ایشون همینجا کنند این کیف صفو نیست در تاجیکستان حتی نوس نمیکشید رو سیگار و عرق اوس نوس نمیکشید من اینجا اومدن این رگم زده از روی بعد از روی اکستریمیسم برآمدگی است از روی ممکن که دیرتر میکنیم با همین راه میرفت اما این گلوی افتادگی نه کافوندن پیتر هم میرفت بس باوری دارم که بود از صحبت یک علاقه میشه نه خوب سلامت باشید رحمت شما